Расширение горизонтов сотрудничества. Чувашия тесно взаимодействует с Росагролизингом уже 18 лет. На днях генеральный директор агропромышленной лизинговой компании вновь посетил республику. Чем был вызван визит, расскажет Евгения Зиновьева. Глава Росагролизинга – гость в республике частый, так что теплый прием вполне объясним. За 18 лет тесного сотрудничества компания инвестировала в республику 1 300 000 000 рублей. Сумма, уверяет в Минсельхозе, серьезная. Благодаря специальной программе наши аграрии могут с выгодой для себя приобретать технику. Что касается 2020 года, в этом году уже 29 единиц поставлено, еще 20 единиц техники на рассмотрение. Заявок становится все больше и больше. Предприятия начинают доверять Росагролизингу больше и больше. Программа очень интересная. Очень неплохо поработали по антивирусной программе. На этот раз встреча прошла на территории предприятия «Сейспель». Площадка выбрана не случайно. По предложению руководителя региона Олега Николаева Росагролизинг аккредитовал у себя нашего производителя, сделав его своим поставщиком. То есть чувашские полуприцепы и цистерны теперь смогут приобретать в лизинг аграрии всей страны. И первый клиент нашелся очень быстро. Казанский маслоэкстракционный завод готов забрать у нашего предприятия несколько десятков зерновозов. Свое желание соседи подкрепили подписанием трехстороннего соглашения. Мы подписали соглашение о приобретении более сотни зерновозов. Я считаю, что это очень хорошее начало, очень хороший шаг. Вообще это первая поставка крупной техники, произведенной в России и с коэффициентом импортозамещения 95%. Поэтому, конечно, это дает рабочие места, во-первых, в России. Это создает и новый импульс развития промышленности в Чувашии. Буквально год назад приобрели 4 Сейспеля, 4 зерновоза. Мы их испытали, потому что в нашей линейке были в основном шмицы, это импортная техника. Но вот решили мы заменить в перевозе 25 тонн, в отличие от шмица, который везет там 21 тонну. То есть это тоже уже дает экономику. Я думаю, что мы не будем останавливаться на 120 прицепов, мы будем еще покупать. Также в сотрудничестве с Росагролизингом республика намерена реконструировать одно из старейших хлебозаготовительных предприятий региона – Канашский элеватор. Компания готова выделить деньги на проектные работы, строительство и пусконаладку. По словам руководителя Минсельхоза, проектом реконструкции объекта займется Воронежский научно-исследовательский институт. После того, как все расчеты будут готовы, их отдадут в работу. А еще через полгода элеватор в Канаше наконец запустят после длительного простоя. Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Никита Углев. Вести Чувашия.